Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители. В эфире передача «Земляки». Передача о дагестанцах, которые проживают за пределами республики. Сегодня мы будем говорить о дагестанском землячестве в Ингушетии. И здесь они есть, дагестанцы. Но тут я должен сказать, что мне повезло. Вот уже год в Ингушетии живет и работает наш земляк, историк, председатель историко-географического общества Дагестана, кандидат исторических наук Зураб Гаджиев. Дальнейшая наша поездка по Ингушетии была вместе с Зурабом. Так, с этим рукопожатием, это подпись, это официальное, но основное у нас на Кавказе рукопожатие. После этого рукопожатия, я думаю, я надеюсь, из нашего лексикона должно уйти. И мы говорим, что мы братья, мы друзья. Новолакский с населением более 30 тысяч человек и самый многонациональный район Ингушетии Сунжинский сегодня побратились. Обе стороны категорически отказываются называть мероприятие процессом подписания документа о дальнейшем дружеском взаимодействии. Для них это нечто большее. Дагестан и Ингушетия издавна считаются братскими народами, о чем говорит и дружба глав двух субъектов. Мы можем это соглашение сегодня подписать. И очень надеюсь, что это будет началом большой дружбы. Я очень хотел бы, чтобы вот то начинание, которое мы сегодня делаем, чтобы оно было действительно продолжено. Наши деды и прадеды оставили наказ быть вместе, дружить вместе, вести куначество. Поэтому мы не должны от этого наказа отходить, и поэтому я думаю, что это далеко не первый шаг. Как я говорил выше, всю командировку со мной рядом был историк Зураб Гаджиев. Мне было очень приятно слышать от представителей ингушского народа, как они отзывались о нашем земляке. Вообще приятно, когда о дагестанцах говорят наилучшим образом. С Зурабом Гаджиевым мы знакомы уже, наверное, лет 5-6, если. Фактически с самого изначально возникновения историко-географического общества Зурдук и Зураб с нами. Он является нашим членом историко-географического общества. Фактически, можно сказать, является одним из тех, кто даже... Зураб Гаджиев, у него есть огромный плюс. Он охватывает историю, пытается охватить всего Кавказа и Закавказья, даже касаемо мировой истории. Так что в этом плане он нам очень помог и помогает даже в дальнейшем в нашей работе. Очень большой друг ингушского народа Зураб Гаджиев, кандидат исторических наук в 3-м поколении. Этот человек оказал огромную помощь в развитии истории, науки, исторической науки в Ингушетии. Он постоянно приезжает, участвует в конференциях и на разных мероприятиях. Несколько лет мы с ним знакомы, уже лично знакомы. И Зураб, он, как вы сами сказали, он очень хороший историк, да, ученый. И в Ингушетии, в принципе, он как свой у нас. Вот, все знают, в любом доме он желанный гость, вот, и польза от него большая. А если говорить о связях дагестанцев с ингушами, о них известно с древних времен. Так, в 1763 году по приглашению индреевского князя Муртузали Аджи на территорию княжества были приглашены на постоянное проживание 500 семей карабулакских ингушей. В XIX веке в имамате имама Шамиля проживало до 1000 семей ингушей.